Доброго времени суток всем постоянным и вновь прибывшим зрителям нашего канала. Здесь мы озвучиваем самое важное, свежее и интересное в мире бокса и ММА. Так что оформляй подписочку на канал и будь всегда в курсе. А сегодня в выпуске мы рассмотрим следующие темы. Трансляция турнира UFC 254 с главным боем Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджа. Где и во сколько можно посмотреть данный поединок? У Гейджа появилась дополнительная мотивация на бой с Хабибом Нурмагомедовым. А также сколько заработает Хабиб за 1 минуту боя с Джастином Гейджа. Усаживайся поудобнее, ставь свой важнейший лайк в поддержку данного выпуска, и мы начинаем. Приятного просмотра! Поединок Нурмагомедов-Гейджа на турнире UFC 254 пройдет поздно вечером 24 октября по московскому времени. Начало боя не ранее 23:00 МСК. Поединок состоится на острове Яс или Бойцовском острове. Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wing и More TV и на телеканалах UFC TV, который также доступен у оператора Tricolor. Трансляция будет и на РЕН-ТВ. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал CrossBox. Там мы не оставим вас без прямой трансляции данного боя. Ссылку на наш телеграм-канал я оставлю в описании. А мы идем дальше. Временный чемпион UFC Джастин Гейджа получит награду «Боец года» в случае победы над Хабибом Нурмагомедовым, считает инсайдер Ариэль Хельвани. Вероятно, это последнее, о чем он думает, но если Джастин Гейджа победит Хабиба Нурмагомедова, то вероятно он получит награду «Боец года». 2 победы в 2 боях. Прервал победную серию Тони Фергюсона из 12 боев, а затем серию из 28 побед Хабиба. Задача непростая, но это сработает, написал Ариэль в своем твиттере. Напомним, что последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в ММА. Гейджа в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 поединках. А спонсором данного выпуска является компания OneX. Большие линии, высокие кэфы и, конечно же, надежность. Плюс, используя наш промокод CrossBox, вас будет ждать бонус в размере $100. Все, что вам нужно, вы найдете в закрепах. А мы идем дальше. Российский сайт чемпионат.com посчитал заработок Хабиба Нурмагомедова за 1 минуту боя с Джастином Гейджа за титул чемпиона UFC. До встречи Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджа осталось совсем немного. Нурмагомедов – непобежденный чемпион легкого веса с рекордом 28-0, имеющий огромную армию поклонников по всей планете. Гейджа – опаснейший нокаутер, превращающий каждый поединок в яркое зрелище. Бой россиянина и американца станет самым большим в истории UFC. Это признал даже экономный президент промоушена Дана Уайт. А сколько Хабиб заработает? Что известно точно, Нурмагомедов получит намного больше своего соперника. Действующего чемпиона часто оплачивают щедрее, чем претендента, но у бойцов еще и кардинально разный уровень популярности. Хабиб – один из самых известных спортсменов мира, которого знают далеко за пределами ММА. Гейджа же известен в основном поклонникам смешанных единоборств. У него в 21 раз меньше подписчиков в Инстаграме, чем у Орла. В качестве финансового примера можно взять бой Хабиба и Дастина Порье. Гарантированный оклад Нурмагомедова тогда составил $6 миллионов. Бриллиант же заработал всего $250 тысяч, если не учитывать надбавку за участие в мероприятиях, $40 тысяч и другие бонусы. За поединок с Гейджа боец из Дагестана, по информации нескольких источников, получит $10 миллионов. Сумма не окончательная, будут еще спонсорские отчисления, разнообразные бонусы и процент от продажи онлайн-трансляции. Именно трансляции играют едва ли не главную роль. Оклад Хабиба в бою с Макгрегором составил около $2 миллионов, но благодаря огромному количеству проданных трансляций, 2,4 миллиона, Нурмагомедов получил еще около $6-8 миллионов. Так сколько же будет стоить минута, проведенная Хабибом в октагоне 24 октября? Если начинать отсчет 7 апреля 2018 года, когда Хабиб стал чемпионом UFC, то в среднем его бои длятся 18 минут. Оклад Нурмагомедова за бой с Гейджа $10 миллионов, и еще 5 миллионов можно прибавить в качестве дополнительного заработка. С Порье было 4 миллиона. Всего $15 миллионов. Путем несложного подсчета можно найти и среднюю стоимость рабочей минуты – 43,75 миллиона рублей.
Так много в UFC не платили никому. Нурмагомедов давно перехватил у Макгрегора звание финансового рекордсмена промоушена. Разумеется, все расчеты абсолютно умозрительны, конкретной информации слишком мало, но факт остается фактом. Нурмагомедов зарабатывает чудовищно большие деньги, при этом заслуживая каждый цент. UFC – это не российский футбол, где миллионы могут достаться едва ли просто так. В промоушене великолепно считают деньги и очень аккуратно их тратят. Хабиб благодаря упорному труду стал звездой мирового уровня. Время пожинать финансовые плоды, пишет СМИ. Друзья, перед боем к Хабибу Нурмагомедову также обратились и футболисты, а именно Станислав Черчесов, Миранчук, Ибрагимович и другие. Но эти обращения вы сможете посмотреть на нашем футбольном канале Красфутбол. Ссылка на этот канал будет в описании. Ну а на этом все, друзья. Вы были на канале Красбокс. Спасибо вам огромное за просмотр и до встречи в следующих выпусках.